Здравствуйте! На канале «Это вы» предвыборные дебаты в прямом эфире. И сегодня мы предлагаем обсудить тему «Борьба с бедностью в Молдове». Сегодня у нас в студии Василий Нейковчин, представитель Демократической партии Республики Молдова. Добрый вечер. Добрый вечер. И Ирина Влах, кандидат в парламент Республики Молдова от Коммунистической партии Республики Молдова. Здравствуйте. Добрый вечер. В начале передачи я представлю о правилах проведения дебатов. Как и на всех наших предвыборных дебатах, в начале передачи ее участники представят основные тезисы по теме дебатов, а затем перейдут непосредственно к дискуссии. Каждому участнику для выступления отведено 15 минут в течение всей передачи, плюс 5-10 минут для ведущего. Кандидаты используют это время по своему усмотрению. Во второй части участникам будет предоставлена возможность дебатировать с оппонентами, а в третьей части дебатов участники прокомментируют мнение избирателей. Всем будет предоставлено право на реплику, а в конце программы кандидаты смогут еще раз обратиться к избирателям, чтобы убедить их голосовать за свою партию. Ну что ж, уважаемые кандидаты, время тезисов. Предоставим слово Ирине Федоровне. Пожалуйста, тезисы вашей партии. Уважаемые избиратели, добрый вечер. Осталась небольшая неделя до того, когда нам всем придется пойти на избирательные участки и сделать правильный выбор для себя. Я представляю партию коммунистов. Наша партия выходит с очень серьезной подготовленной программой, с программой экономического развития Республики Молдова. Наши программные тезисы обеспечивают в первую очередь борьбу с коррупцией и с преступностью в нашей стране. Мы уделим огромное внимание сфере образования, так как это было с 2001 по 2009 год. Мы уделим огромное внимание социальной сфере. В этом случае я имею в виду повышение заработных плат, я имею в виду индексацию пенсий каждое 1 апреля и каждое 1 октября. Я имею в виду, что 350 тысяч наших людей, инвалидов 1, 2, 3 группы, пенсионеров, тех, которые были лишены демократической партии пособий по индексации на свет, газ и тепло, мы все эти пособия обязательно вернем. Мы откроем все 257 школ, которые были закрыты. Мы восстановим 157 детских садов, которые были закрыты. Мы откроем все медицинские пункты, которые были закрыты. Мы пересмотрим ценовую политику на лекарства, мы будем контролировать цены на рынке, мы уделим огромное внимание сельскому хозяйству. В этом случае я говорю об увеличении фонда субвенций. Мы доведем его до уровня 2008 года, когда фонд субвенций составлял 800 миллионов лей, и эти деньги будут направлены на приобретение сельхозтехники. Мы освободим всех экономических агентов от земельного налога, которые будут консолидировать земли. Весь НДС, который будут уплачивать экономические агенты, будет переходить в фонд субвенций для того, чтобы вы могли развивать растениеводство и животноводство. Мы восстановим программу по посадке садов, программу по посадке виноградников, по выкорчевке виноградников. Мы обязательно проведем референдум на территории всей страны для того, чтобы вы сами приняли решение, каким путем должна пойти страна. Спасибо, Ирина Федоровна. Дальше мы будем во время дебатов обсуждать. Господин Нейковчин, пожалуйста, ваши тезисы, ваши партии. Дорогие избиратели, мы находимся на заключительном этапе выборной кампании. Осталось, в принципе, несколько дней. И большая часть из вас уже сложила свое мнение, за какую партию она отдаст свои голоса. Самое главное, чего мы не должны допустить в этой выборной кампании 30 ноября, мы не должны допустить дестабилизации общественно-политической ситуации в стране и прихода к власти экстремистских сил. Потому что сегодня к власти рвется очень много радикалов справа и слева, желающих повернуть страну вспять, дестабилизировать ее. И поэтому мы сегодня должны дать стране шанс и возможность развиваться поступательно, как она развивается и развивалась по настоящее время, потому что сделано многое, а еще больше предстоит сделать. Мы должны дать шанс стране без потрясений, без колебаний, без каких-либо рывков вперед либо назад, в ту или иную сторону идти вперед. Поэтому я вас призываю 30 ноября проголосовать за Демократическую партию. За ту партию, которая прежде всего будет выступать за Гагаузию. Демократическая партия сегодня представила 3 места кандидатам
депутаты от Гагаузии. Это самый высокий процент. Это примар муниципа Камарат Николай Дудоглу. Это зампредседателя Народного собрания Демьян Карасини и молодой предприниматель Корнел Дудник. Мы должны быть уверены в том, что Демократическая партия получит серьезное представительство в парламенте, и она будет центром, вокруг которого будут консолидироваться здоровые демократические силы. Спасибо. Время тезисов вышло. Ну а сейчас переходим к дебатам. Напомню, что тема для сегодняшних дебатов – борьба с бедностью в Молдове. Время для раундов определено по 5 минут. Используйте свое время по своему усмотрению. И мой первый вопрос. За 23 года Молдова богаче не стала. Количество бедных становится все больше и больше. Растет недовольство людей, недовольство людей к партиям. Вот что предусмотрено в ваших программах по борьбе с бедностью в Молдове? Ирина Федоровна, пожалуйста, ваша. Во-первых, я хочу заметить, что за последние 4 года очень серьезно повысился уровень коррупции. Первое, что мы будем делать, это мы будем бороться с коррупционерами во власти, и во власти не останется ни одного олигарха, тех, которые сегодня управляют страной. Это первое. Второе, что мы сделаем, мы обязательно предоставим всем экономическим агентам нулевую ставку налога на прибыль, и мы окажем за счет того, что мы разберемся со всеми коррупционерами, и все те деньги, которые до сих пор укладывались в карманы к этим коррупционерам, эти все деньги будут перенаправлены на то, чтобы увеличить пенсии и чтобы увеличить заработные платы. Мы предоставим серьезные льготы нашим экономическим агентам, сельхозпроизводителям, для того, чтобы они могли развивать свое производство и, соответственно, при помощи этого создавать новые рабочие места. Мы выстроим хорошие отношения с Российской Федерацией, в отличие от действующей власти, для того, чтобы максимально создать нормальный рынок труда и наших людей из-за границы вернуть обратно домой. Василий Саввич. Бедность закладывалась не сразу. Так случилось, что Молдова не сегодня стала самой беднейшей страной. Оно складывалось постепенно, потому что исторически, наверное, сложилось после того, как Молдова провозгласила свою независимость, она разделилась на 3 части, и большая часть промышленного потенциала оказалась на левом берегу в Приднестровье. Правосторонней Молдове досталась меньшая часть промышленности. И все это приходилось отстраивать фактически заново. Мы сегодня говорим, и тогда же, в 90-е годы, это было не при нынешней власти, а начиналось еще в годы правления Аграрно-демократической партии. Началась массовая миграция населения страны. Вы прекрасно помните, Ирина Федоровна, что уже тогда, в 90-е годы, эмиграция страны составляла более 500 тысяч человек. В период правления коммунистов эта цифра возросла до 750 тысяч человек. Сейчас она приближается к 1 миллиону. Это естественный процесс для любого развивающегося государства, в том числе и европейских стран. Я хотел бы привести к примеру ту же Болгарию, где сегодня миграция только из европейской, казалось бы, страны составляет более 3 миллионов человек. Это естественный процесс. Демократическая партия сегодня составила серьезную программу, как дальше обеспечить достойную жизнь и как развить нашу страну. Поэтому без привлечения иностранного капитала, без привлечения иностранных инвестиций Молдова просто не сможет поднять свою экономику. Поэтому в своей программе Демократическая партия заложила привлечение иностранных инвестиций до 1 миллиарда евро ежегодно. Это серьезные деньги, которые будут направлены на развитие прежде всего реального сектора экономики. Кроме того, предполагается сохранить ставку размера НДС в сельском хозяйстве до 8%. Предполагается принятие специальной программы «Молодой фермер», где каждому будет выделяться грант в размере до 10 тысяч евро для развития предпринимательства на селе. Предполагается освобождение от налогов на прибыль до 3 лет для любой созданной вновь компании. Предполагается ремонт дорог до 1 миллиарда лей в год. Эти реальные цифры, они составлены из программ, которые собирались на каждом месте и обоснованы экономически. Я думаю, что если
нынешняя коалиция сохранится, она сохранится по всем прогнозам, которые сегодня делаются социологическими службами. Думаю, что Молдова преобразится буквально в ближайшие несколько лет. Спасибо, Ирина Федоровна. У вас есть добавить? Да, я хотела бы прокомментировать. Уважаемые телезрители, вы сейчас слышали предложение партии, которая находится 5 лет во власти, и которая ровно 5 лет назад обещала вам то же самое, но ничего не сделала. 5 лет назад они обещали, что откроют 100 тысяч рабочих мест, они их не открыли. Они обещали, что они остановят миграцию, только в этом году из нашей страны уехало 1 100 000 человек. Они говорят об иностранных инвестициях для развития нашей экономики. Но, к сожалению, буквально пару дней назад они всего лишь предлагают в лице господина Дьякова продавать наши земли сельхозназначения иностранным инвесторам. И это они имеют в виду приобретение и привлечение иностранных инвестиций. То есть складывается одна простая интересная вещь. В одно утро вы просыпаетесь, и ваши земли, которые находятся рядом, сельхозназначения, они будут проданы нашим соседям. Вот такую политику ведет сегодня Демократическая партия. Они обещали еще 5 лет назад нам то, что будет у нас заработная плата, у вас, уважаемые избиратели, 500 евро. Пенсия у вас будет 300 евро. 5 лет были во власти. Это министерство подчинялось напрямую им. Скажите, пожалуйста, вы получаете эту заработную плату? Вы получаете такую пенсию? Вы молодые бизнесмены. Вам обещали 5 лет назад, что каждый из вас будет получать по 100 тысяч лей на развитие вашего бизнеса. Молодые мамочки, вам обещали 5 лет назад, что каждый из вас, когда будет рожать первого ребенка, будет получать 10 тысяч лей. Каждая молодая семья, которая будет бракосочетаться, будет получать 5 тысяч лей. Скажите, пожалуйста, вы получаете все эти деньги? Я считаю, что Демократическая партия имела очень много возможностей реализовать все свои программные установки, но ни одну из них она не реализовала, к сожалению. Спасибо, Василий Александрович. Если я немного возражу, во-первых, не Дьяков говорил, давайте будем точны. Будем точны, Ирина Федоровна говорил вице-премьер Кандов в одной из передач о том, что возможно обсуждение вопроса о продаже земли. И Дмитрий Дьяков его опроверг, что да, действительно, может быть в перспективе этот вопрос и может быть рассмотрен, потому что слишком много, как сказал Дьяков, я буквально его цитирую, слишком много заброшенной земли. Но это не выход продавать нашу землю румынам, извините. Я хотел бы напомнить другое. Откройте пару МТС. Я хотел бы другое напомнить, что именно ваша партия обещала на селе открыть 950 МТС. Если помните, это обещание Владимира Николаевича Воронина. Именно ваша партия обещала консолидировать большинство земель, которые находятся в сельхозобороте. Именно ваша партия обещала каждый из МТС по 10 новейших комбайнов, тракторов. Вы это сделали? Вы это не сделали. А за 5 лет вы ничего не открыли. Мы действительно открывали Вы МТС. это не сделали. Ну, да. Скажите, а куда делись эти МТС, в том числе и 18 МТС, которые должны были открыться в Гагаузии? Ничего этого не было сделано. Я даже могу вам назвать населенные пункты. Теперь я беру... людей. Нет, это вы... Участники, давайте Это по очереди. получается перепалка. Теперь я смотрю программу, открываю вашу предвыборную программу, где вы обещали открыть в 2005-2009 год, открыть 300 тысяч рабочих новых мест. Скажите, они были открыты? Да, они были открыты. Нет, они не были открыты. Они были открыты. Увеличение в 3 раза среднемесячной зарплаты, которая должна достичь эквивалента не менее $300. Увеличение в 3 раза зарплаты в бюджетной сфере, повышение стипендий, удвоение стипендий, реализация программы. И все вот это было сделано. Нет. До 2009 года было выполнено все то, что назвали вы. Тогда, а вы пришли во власть, тогда скажите, почему же... И все отменили. Скажите, ответьте на один вопрос. Почему тогда в 2010 году избиратель просто вам отказал в доверии, отстранив вас от власти? Уважаемые участники, во второй части нашей передачи вы будете задавать вопросы друг другу. Сейчас только если есть реплики по выступлению. Да, я хотела бы прокомментировать. Я тоже. Коротко, потому что перейдем уже
Уважаемые избиратели, я очень рада, что Демократическая партия внимательно изучает программу нашей партии. Действительно, то, что было названо с 2005 года по 2009 год, действительно было выполнено. И, к сожалению, Демократическая партия до того довела страну, что огромное количество денег сегодня из бюджета просто-напросто воруется, огромное количество денег, и за это никто не отвечает, потому что сегодня все министерства распределены по партийному признаку. Сегодня Генеральная прокуратура представлена Демократической партией, и понятно, что рука руку моет, и ни при каких обстоятельствах генеральный прокурор не будет разбираться с теми казнокрадами, демократами, которые находятся во власти. Вещи достаточно объяснимые. И сегодня вы все живете в страхе, потому что у нас сегодня демократы сажают в тюрьму тех, кто не купил полис медицинского страхования, а те, кто принимал участие в царской охоте, министры, прокуроры, судьи, их даже не снимают с работы. То есть у нас демократы за убийство не сажают, а за то, что люди не покупают полис медицинского страхования, госпожа Булига сажает на 3 месяца. Вот по-демократически все. Если позволите, Да, понятно, да. я просто хочу возразить Ирине Федоровне. Система, о которой вы говорите, назначение своих на должности была придумана не демократами, не либерал-демократами и не либералами. Это начиналось при Владимире Николаевиче Воронине, когда все, вплоть до уборщиц в министерствах, в ведомствах, назначались либо по партийным билетам, либо по принципу личной преданности первому секретарю, либо члену ЦК, либо самому Владимиру Николаевичу. И везде сидели свои. Только в 2000, когда вы поняли, что власть не удается получить, и появился Рожко как политический союзник, вы поделились частью власти, отдали часть власти Рожке. Это принцип распределения власти был насажден вами, именно вашей партией. Потому что тогда прозвучал лозунг Воронина знаменитый: «Кто не с нами, тот против нас». И везде были только свои. И коррупция зарождалась при вас, когда один клан существовал, одна семья Воронина, и за несколько лет Владимир Николаевич из нищего генерал-майора в отставке превратился в миллиардера. И его сын превратился в миллиардера. А вам не досталось, бедненький. Вы же рядом находились, поэтому ушли. Я не ушел поэтому ушли из партии коммунистов. Спасибо. Вам не досталось? Спасибо, уважаемые Обиделись? участники. Я так понимаю, что мы уже плавно перешли ко второй части и дебатируете. друг с Василий другом. Ильич, вы так любили Воронина, рядом с ними находились. Я и сейчас отношусь Под к нему. козырек. Да, я и сейчас к нему отношусь. Благодаря Владимиру Николаевичу депутатом парламента стали. Не Работали благодаря ему. в исполнительном комитете ГГУЗИ. Как все быстро забывается, Василий Не Ильич? забывается. Надо бы Спасибо. все-таки Да, уважаемые благодарить участники. руку дающего. Спасибо. Давайте, уважаемые участники, перейдем Я уже имею ко второй право на части. реплику? Ну, я так понимаю, что здесь уже дебаты пошли. Значит, не нет, я дебаты. хотел бы ответить Ирине Федоровне. давайте, очень Не коротко. благодаря Владимиру Николаевичу. Партия начиналась в 1991 году, и свой вклад я внес в строительство партии. И депутатом я был 41 номером, я напомню вам. Ушел председатель Единецкого райкома партии, я прошел вместо него. Это не благодаря Воронину. Он надеялся, что я не пройду в парламент, но я в парламент прошел. Да, Спасибо. И поэтому вас включил в списки. советником я стал И поэтому вас благодаря включил в списки. табунщику Георгию Дмитриевичу, который загладил свою ошибку. Поэтому давайте не перевирать, а будем Спасибо. смотреть честно в глаза тому, что было. Так, уважаемые участники, первый раунд завершен. Давайте перейдем уже ко второй части. А во второй части вы уже можете спокойно дебатировать друг с другом и задавать друг другу вопросы. Первый вопрос предоставим уже, ну, как и принято, Ирине Федоровне. Задайте свой вопрос оппоненту. Давай. Василий Александрович, партия, которую вы представляете, буквально пару недель назад заключила соглашение, Демократическая партия заключила соглашение с партией премьер-министра Понты, партией Румынии, который четко заявил, что в 2018 году произойдет объединение Молдовы с Румынией. До этого периода у нас экстремистами считали унионистов, те, которые ратовали за объединение Румынии с Молдовой. Вопрос. Получается, что сегодня Понта, заключив с вами договор, уже не экстремист. Складывается ситуация, по всему нашему региону развешаны плакаты «Боремся с экстремистами». Вы осуждаете всех тех, кто участвовал в проведении референдума 2 февраля. Получается, что вы будете бороться с экстремистами-гагаузами, которые провели 2 февраля референдум? Значит, я отвечал на телевидении ГРТ, отвечал на этот вопрос. Был заключен 10
октября договор о сотрудничестве с Социал-демократической партией Румынии в лице Виктора Понта. И Демократическая партия, и Социал-демократическая партия входит в Социалистический интернационал. И вы это прекрасно знаете. Равно как и партия коммунистов вступила в союз евролевых. Это право партии выбирать. На тот момент, когда Понта делал заявление, он был кандидатом в президенты. Тема унионизма в Румынии, она не нова. Ее эксплуатирует каждый кандидат президента, когда пытается стать, или каждый политик, когда пытается занять какое-нибудь высшее должностное лицо в Румынии. Мы не можем отвечать за слова Виктора Понта. Но в речах Мариана Лупу, в речах Мариана Лупу, в речах Дьякова вы нигде не найдете утверждения о том, чтобы лидеры демократической партии призывали к объединению. Наоборот, во всех своих выступлениях, будь то в Камрате, в Кишиневе, либо в Кагуле, Лупу, Дьяков, везде говорят, Молдова никогда не объединится с Румынией. Молдова будет самостоятельным государством. И мы будем делать все для того, чтобы сохранить и суверенитет, и военный нейтралитет страны. Поэтому перевирать... И еще один момент. Сегодня у Демократической партии никто не отменял договор, заключенный еще с Единой Россией в лице Бориса Грызлова. Вы про него забыли. Мы про него не забыли. Этот договор работает, и он будет реанимирован после выборов. Это не коммунисты, которые разорвали в 2003 году меморандум Козыка, не коммунисты, которые в 2006 году повернули Молдову в Европу, не коммунисты, которые грозились вылить все молдавское вино в Днестр, но не дать ни литра проклятым русским. Так это ваш Владимир Николаевич. Вы будете бороться? Я задал вопрос. Кто эти экстремисты, с которыми вы будете бороться? Весь Камратов вешен билбордами. Борьба с экстремизмом. Кто они? Это те политики, которые сегодня пытаются раскачать лодку молдавской государственности и пытаются увести общество в сторону. Кто это? Значит, сегодня я понял, на что вы намекаете. У нас сегодня сидят экстремисты, это партия коммунистов, которая готова сегодня ради возврата к власти вывести людей на улицы. Экстремисты – это партия Виталия Павличенко, которая сегодня готова объединить немедленно любой ценой Молдову с Румынией. Вот эти партии относятся к экстремистским. Партия почему этот лозунг только в Камрате? Демократическая партия. Нигде больше его нет. То есть вы с камрачанами собираетесь Нет, бороться? Не с камрачанами. Только в Камрате этот лозунг. Демократическая. Вы тоже развесили лозунги в Камрате, что вы за референдум, но нигде в остальной части Молдовы вы не говорите о референдуме. Везде говорите. Нигде в остальной части. Вот программа партии коммунистов, в которой это написано. Я вам открою этот пункт и покажу. Листовка фальшивая, которую вы расклеиваете. А что же это? Это свежая листовка, которую расклеивает по Камрату о том, что Путин встречался с Ворониным, хотя мы знаем, что такой встречи и не могло быть. Партия коммунистов сегодня готова пойти на любой шаг, видя свой падающий рейтинг, лишь бы заманить избирателя лишний ход. Сегодня, когда мы говорим об экстремистах, я закончу. У нас сидят в тюрьмах безвинные дети, которых некоторые руководители исполкома подтолкнули на неправомерные действия. И они сегодня томятся в изоляторах, вместо того, чтобы посадить конкретных виновников, сидящих на втором этаже нашего исполнительного комитета, на третьем этаже у нас сидят дети. И этих детей сегодня нужно освобождать. Вот те, кто призывает сегодня не ходить на парламентские выборы, а есть такие депутаты в Народном собрании, и те, которые сегодня призывают выйти из всех парламентских списков, это и есть экстремисты, которые не хотят нормального развития ни для Гагаузии, ни для Молдовы. Так кто эти? Ну, так и не ответили вы. Вы хотите, чтобы я назвал фамилии Иванов, Петров, Сидоров? Да, назовите, вы же лозунги везде разбрасываете. Кто эти экстремисты, чтобы люди знали, раз вы повесили лозунги. Мы их назовем. Ирина Федоровна, мы их назовем. Да. Сейчас в нашей программе, потому что могут потом возникнуть вопросы. Судебные издержки? Да. Василий Савич, давайте ваш вопрос к Ирине Федоровне. Я в прошлый раз задал вопрос, и вы мне не ответили. Вы в 2009 году, вы и ваши коллеги по парламенту подписали законопроект о продаже самому главному врагу молдавского народа и молдавского государства, господину Плохотнику, гостиницы «Кодру». Так это ваш лидер, он что, враг? Нет, это лидер вашей партии. Это вы его называете главным злом Молдовы.
Это его называют Вы его называете главным злом Молдовы, кукловодом, все ваши агентства, все ваши СМИ. Так вот, депутаты коммунисты Владимир Витюк, Завгородний, Ирина Влах и Георгий Попов подписали законопроект о продаже Плохотнюку гостиничного комплекса «Кодру» за 50,3 миллиона лев. Скажите, ваша доля какова? У Плохотнюка спросите. Ну почему у Плохотнюка? Лидер вашей партии. Я вам задаю вопросы. Вы подарили Плохотнюку возможность купить объект за 50 миллионов лев. Я знаю, что законопроекты в парламенте, потому что я тоже побыл немножко в парламенте и видел, как делается эта кухня. Имели долю? Нет, мы были в меньшинстве. Я видел, как покупались и как продавались некоторые объекты, и как получали долю. Так вот я спрашиваю, какую долю вы получили от этой сделки? Если сегодня вы говорите о коррупции, если сегодня вы говорите о зле, о наибольшем зле или о наименьшем зле. Вы в прошлый раз не ответили на этот вопрос и сейчас не хотите ответить. Я думаю, что если бы была там моя доля, Плохотнюк бы первый про это рассказал. Но почему-то Плохотнюк и Демократическая партия молчат. Наверное, ничего не было. Хорошо. Задайте тогда другой вопрос. Нет, я на этот не получил ответ. Я думаю, что если вы предоставляете право ему задать вопрос, наверное, я имею право задать вопрос. Если будут Есть, повторные да, вопросы, конечно, вопрос. Василий Савич, Реплика есть. еще по одному вопросу предоставляем право? И второе, что все-таки... Василий Савич, здесь Сейчас кто? Руководитель дебатов? Да. Мы Нет, ему даем возможность задавать Нет, вопросы. Ирина Федоровна, если он как кандидат согласен, чтобы задавать еще по одному Я не вопросу, кандидат, значит, кандидат я Ирина Федоровна. предоставляю. Нет, ну вы задаете вопрос только Василию Савичу, а меня что здесь Нет, я нет? знаю, что вы хотите задать, поэтому и Но задаю. если говорим о очереди, так давайте ее соблюдать. Давай. Нет, он Очередь не моя. задаст, он только должен дать согласие. Можно ли задавать еще по одному вопросу? Потому что у нас Я было вас предусмотрено понимаю, по одному. Демпартия во власти, лидер Демократической партии в Гагаузии Дудогла, вы находитесь в его здании, предоставляете возможность Василию Савичу задавать вопросы, но это некорректно со стороны ваших Дайте телевидения. возможность задать вопросы. Я дам возможность задать вопросы. Вы просто Пожалуйста, не Ирина поняли. Федоровна, задайте Я вопрос. Просто, если согласны кандидаты, чтобы задавали еще по одному вопросу, пожалуйста, задавайте. Задайте вопрос. Ирина Федоровна, Да, задайте, обязательно. не против кандидата. Василий Савич, вы говорите, что подписание вот этого соглашения между Марианом Лупо и премьером-министром Между Румынии социал-демократической Понта, партией... он возглавляет правительство. Между премьер-министр Понта. Так вот, Между вы говорите, что вы не согласны Между с этими социал-демократической вещами. партией и Демпартией. Это вещами. Во главе премьер-министр Вы Понта, неправильно который ставите заявил вопрос. об объединении двух стран. да. Вы со всеми этими вещами, вы убегаете от ответа, но к тому же вы не хотите пару слов сказать о том, почему вы в партию к себе принимаете таких унионистов, как Маринуца, министра обороны, который был представлен партией ГИНПУ. Вы сегодня принимаете его в партию. Министра обороны, при котором более 6 ребят молодых в армии погибло. Один из них это наш ГГУС. Вы принимаете таких людей в партию. И вы хотите сказать, что вы не ратуете за НАТО? Маринуца открыто сказал, что я буду все свои силы включать в то, чтобы Республика Молдова Можно вошла в НАТО. отвечать? Сейчас, одну Как вы принимаете таких людей в Можно партию? отвечать? Можно, да, отвечайте. Значит, я еще раз повторюсь, или Ирина Федоровна меня не слышит. Договор заключен о сотрудничестве между двумя политическими Как формированиями. можно с таким политическим формированием заключать договор? Социал-демократической партии Румынии и Демократической партии, которые объединены в социалистическом интернационале. Равно как и у партии коммунистов есть множество двойных договоров с аналогичными партиями. С такими у нас договоров нет. У меня есть перечень партий, я вам могу его показать. Партия коммунистов заключила с двумя десятками партий евролевого толка. Вот они. Зачитать вам? И кто-то из них ратовал за объединение Молдовы с Румынией? Нет, зачитать вам. правильно, Они никто не ратовал, Нет, вы но они правильно находятся и в НАТО, и в других. Это левые партии. Это левые партии. Нет, вы меня перебиваете. Что в 2018 году произойдет объединение Вы меня Молдовы с перебиваете. Румынией. И наши зрители должны это знать. Вы меня перебиваете. Значит, сегодня партия коммунистов входит в коммунистический, в партию евролевых, куда входит Социалистический альянс Румынии. Скажите, если вы в одном блоке Социалистическом альянсе Румынии, а большинство политических сил Румынии выступает за объединение Молдовы с Румынией, ПКРМ тоже Вы за сейчас Румынию? не отмоетесь. Вы Тоже не за Румынию. отмоетесь.
Второе. Нет, Маринуция. наша партия уже так прогнулась перед Румынией, что нам просто страшно. Так и вы сегодня тоже дружите с социалистическим альянсом Румынии, который находится сегодня во власти и проводит где-то в какой-то мере унионистскую политику. Второе. Маринуция делала заявление, будучи министром обороны. Сегодня он влился в ряды демократической партии. И стал думать В по-другому. демократическую партию вступил и бывший коммунист, который ушел от Воронина, от вас, Бабенко, вместе с 3000. Он от Мишина ушел. Нет, но сперва он ушел от вас, он бросил Воронина. От нас и Сырбу ушел. От вас и Сырбу ушел. Только потому, что партия коммунистов за таможенный союз, а Сырбу за европейский. Да никогда Уважаемые партия участники. коммунистов не была за таможенный союз. Если бы она была бы за таможенный союз, у нее было достаточно голосов. Она бы не разорвала бы меморандум Козака. Александр, а кто подписал законодательную Она бы- инициативу? она бы не разорвала бы меморандум Козака, я договорю. Да, договорились. Она бы не поссорилась с Россией, она не повинула бы оглобле страны. И именно Воронину принадлежит фраза «Мы отменяем вектор политики и будем ходить туда, где мы имеем свои интересы». Мы Так это Молдова. мы это Уточняем. Воронин, мы Мы это это Воронин, Молдова. потому что заявление было лично сделано вашим лидером партии. И сегодня Что в этом создается глубокое впечатление, что в партии, кроме вас, Воронина, да еще нескольких человек, уже коммунисты, собственно говоря, не осталось, они ушли в другие партии, в том числе Если и в все демократические. такие, как вы, предатели, И, только за зарплату а вы уходите. святые. Убежали я- кто Догла, потому что я- Догла вам я- зарплату дал. Я сегодня, Ай-яй-яй, как вам я не стыдно? сегодня, пытаетесь меня выбить с колеи либо оскорбить. Я сегодня заместитель председателя муниципального комрадского совета. На зарплате. На зарплате. Впервые, Не впервые впервые, не впервые. До Только у меня, вас здесь до при меня, Комраде. до меня, Тратите Уважаемые бюджетные до, участники, вы деньги. нет, забыли тему. до меня, Забыли тему. до Вы Вы меня, занимаетесь Дебатом. газетой «Единая Гагаузия» До- и получаете зарплату меня, от, Ирина Федоровна. из государственного бюджета. До И меня- почему Я вы вам занимаетесь сейчас дам- политикой за счет местного бюджета? Сейчас Объясните будет мне. время для реплик. до меня, Потерпите до меня. чуть-чуть. Используйте Просто бюджетные средства для собственного обогащения. Эта должность была введена 12 лет назад, к вашему Как вам сведению. не стыдно? Мне Занимаетесь должно быть политикой стыдно. За счет бюджетных Так денег. вот, Уважаемые участники, давайте мы перейдем, будем говорить По поводу- налоги не для того, чтобы вы писали поводу- газету «Единая по- новая По Гагаузия». поводу предательства. Самое большое количество предателей именно в ПКРМ. Потому что из 35 тысяч сегодня у вас осталось еле 15 тысяч. А те, кто считает себя нормальными людьми, давным-давно бросили вашу партию. Потому что эта партия уже вчерашнего дня. Я ненормальная? Странно, Василий Александрович, странно, что вы можно в ней задать еще, вопрос? странно, что вы в ней еще держитесь. Серьезно, так я нормальная или ненормальная? Вы нормальные. Слава Богу, значит, Когда все ведете такие, как себя я. нормально. Значит, все такие, как я. Уважаемые участники, Я хочу ничего, что я тоже здесь. прокомментировать все-таки одну вещь и заметить один момент, что когда партия коммунистов была во власти, почему-то никто не уходил. Все сидели при должностях, всех все устраивало. Как только партия коммунистов ушла в оппозицию, вот тогда и показали, кто есть кто на самом деле. Убежали из партии, потому что лишились своих портфелей. Вот Даже- давайте говорить даже- правду. Спасибо. Сейчас у вас будут Даже время самый говорить. Василий твердолобый коммунист Эдуард Златович не тот ушел в партию социалистов. Василий Это ваш друг, Саввич, задайте время Это вашего ваш член вопроса. бюро райкома партии. Давно Время нет. вашего вопроса. Ну что вы говорите? Уважаемый Давно гость, выгнали? Давно снят с учета. Давайте будем говорить о том, как нам вывести людей Да, вот- из бедности. Вот, надо, Хоть об этом. вот демократы пусть расскажут, как 5 лет они выводили страну из бедности. Что Сейчас они сделали Василий для наших людей? Работали, строили Пусть дороги. расскажут. Василий Саввич, ваше время задать вопрос. Второй вопрос ваш. Он же забыл, что Она он хотел спросить. не отвечает ни на один На вопрос. второй отвечу. Она не Задайте. отвечает. Ирина Федоровна, Можно я задам все-таки вопрос, Василий все-таки Александрович? мы У вернемся вас есть время, к можно вопросу. использовать. Почему Владимир Николаевич разорвал меморандум Козака? Это первый вопрос. И второй. Один вопрос. Один. Хорошо. Значит, в 2003 году действительно шли очень серьезные переговоры по подписанию меморандума Козака. И буквально в течение нескольких месяцев все это обсуждалось, были приведены все вопросы к согласию, к договоренности. И в последний момент получилось так, что господин Козак, о котором вы говорите, предоставил дополнительный пункт о том, чтобы на территории Приднестровья была открыта военная база.
Согласно Конституции Республики Молдова, наше государство является нейтральным. И мы ни в коем случае на территории нашей страны не можем и не могли открывать военные базы. Если бы не этот пункт об открытии военной базы, то меморандум Козака был подписан. Даже если бы мы меморандум Козака подписали, любой депутат обжаловал бы это в Конституционный суд. И представьте себе, что Путин подписывает соглашение вместе с Ворониным, а потом Конституционный суд это отменяет. Владимир Николаевич Воронин, когда присягал в должности президента страны, он присягал, что будет соблюдать Конституцию, в отличие от ваших лидеров. И он все 8 лет, сколько был во власти, ее соблюдал. И все? Все. Хотя многие источники в том числе... Нет, это реплика. Серджио Макану, лидер движения «Антимафия». Вы про этого румына нашли, кого приводить? Нет, это мой однокурсник. Я жил с ним в одной комнате и знаю его... Кстати, он борется с демократами. И с 78-го года его знаю. Поэтому я могу рассуждать о Сереже Макану как о бывшем своем однокурснике. Я с ним жил в одной комнате. Так вот, он утверждает, что за разрыв меморандума Козака Владимир Николаевич получил $250 миллионов США от американского посольства либо правительства. Насколько это верно? Я думаю, что если Серджио Макану говорит об этом, он отвечает за свои слова. Потому что ни одного судебного иска против Макану пока подано не было. Ренат Усата тоже заявил о том, что у Владимира Николаевича есть дача, есть миллионы, о которых говорили вы. И Владимир Николаевич подал в суд. И сегодня Ренат Усата должен Владимиру Николаевичу 1 лей за то, что Ренат Усаты оболгал Воронина. И на самом деле никаких дач, никаких денег, миллионах, о которых вы говорите, на самом деле у Воронина нет. И поэтому ложью не занимайтесь. Он сегодня бедный и несчастный. Ему не принадлежит ни 500 гектаров урочища Цыганка, ни поместья. Вы хотите тоже 1 лей заплатить Воронину? Хочу. Вот я 2 заплачу. Вот и все. Если он мне ответит, за сколько миллионов продал интересы российские в 2003 году. За сколько лей вы продали интересы партии коммунистов? И расскажите нашим избирателям, почему Пима Артемовна ваша каждый день приглашает пенсионеров в здание ОСИТО и раздает по 50 лей пенсионерам для того, чтобы они голосовали за демократическую партию. У вас есть доказательства? Пенсионеры звонят? Нет, пенсионеры не могут звонить. Я нахожусь в ваших программах тоже я нахожусь в штабе и каждый день вижу этих пенсионеров. Я отвечу репликой на... Во-первых, Пима Артемовна является председателем Совета старейшин. Это организация, которая объединяет сегодня тысячи человек преклонного возраста. И она работает с этой организацией довольно тесно. И да, они помогают в том числе и в распространении агитационной литературы. Но это никоим образом не означает, и у вас нет ни одного факта, что пенсионеров кто-то покупает или кто-то кому-то раздает по 50 леев. Это просто ложь с вашей стороны, Ирина Федоровна. Раздают и 50 лей, не раздают. Рис и сахар. А рис и сахар, так вот я вам напомню, рис и сахар. Я как заместитель председателя муниципального совета утверждаю, мы проводили в течение года несколько караванов. Мы проводим их от 5 до 10 караванов. Перед выборами? Нет, мы проводили их в течение года. Последние 2 месяца не проводилось никаких караванов. Мы проводим их к Рождеству, к храму, к Пасхе, к Дню Победы, к Дню начала войны. Мы проводим и охватываем от 1000 до 3000 человек. И в конечном счете все 6600 пенсионеров на территории города оказываются охвачены помощью, в том числе и на Новый год мы даем пенсионерам. Нам пенсионеры говорят, что им сначала звонит Волков и Тонку и задают вопрос, будут ли они голосовать за демократическую партию. После того, как там люди сомневаются, им звонит говорят, зайдите за 50 лей получить? Да, и говорят, зайдите, заберите 50 лей. А 30 ноября мы приедем к вам, посадим вас в машину для того, чтобы вы пришли и за 50 лет проголосовали за демократическую партию. Именно Волков и Тонку звонят. Да. Уважаемые участники, давайте мы перейдем уже к 3-й части наших дебатов. Давайте. Потому что мы забыли и тему нашего сегодняшнего потому что Ирина Федоровна увела со стези. Опрос, который мы провели специально для этой программы.
30 ноября мы все пойдем к избирательным участкам и выберем парламент Республики Молдова. Мы выберем людей, которые в ближайшие 4 года будут избирать путь для нашей страны, будут думать о нас, будут заботиться о нас, будут радовать нас своими законами, которые будут направлены на процветание жителей родного края. Сынок, как вам сказать, я уже не знаю, потому что я болею сильно, больная. Вот. И как живем? Вот так трудно. Трудно живем, сынок. Вот. У ней мужа нету, умер муж. Газ дорого, свет дорого, есть сводим концы с концами. Нет работы, нет. И с чем жить, детей этих учить. И, ну, и, так говорится, 3 детей и все по заработкам. Надо детки учить, а внуки тоже 7 тоже. Раньше родители помогали детям, а сейчас дети не можуть, я не можу допомогти за пенсію, тому що все купляєш. Там услуги, там таблетки, лікарства. Більше йде, а остається так, картошка, помідор навіть почти, що можна і не їсти, тому що дорогі такі, що та є така життя. Радуватися нечим. Спасибо, уважаемые участники. Как вы прокомментируете мнение наших людей? Вот какими должны быть депутаты? Кому они должны служить, действительно, Ирина Федоровна? Ну вот я обратила внимание на то, что практически все те, которые сегодня дали интервью, они жалуются на сегодняшнюю жизнь. Они недовольны абсолютно. За все 23 года жалуются. Да, они недовольны абсолютно сегодняшней жизнью, я их понимаю, потому что действительно основная масса это пенсионеры, а за последние 4 года пенсия индексировалась всего лишь на 3, 4, 5, 6%, не более того. Тогда, когда при партии коммунистов индексация пенсии была от 20 до 25%. Более того, 350 тысяч человек были лишены индексации. Были лишены индексации только лишь потому, что у них, оказывается, есть телевизор, холодильник, есть велосипед. Госпожа Булека сказала, что эти люди достаточно богатые, зачем им нужна помощь. То есть мы видим, что демократическая партия, находящаяся во власти 4 года, довела до крайности простого человека. Абсолютно никаких помощи и поддержек у этого человека нет. Поэтому ясно и понятно, что за демократическую партию, конечно же, голосовать никто не будет ни при каких обстоятельствах. А у вас есть какое-то решение? Да, у нас есть конкретное решение. Мы за счет собственных ресурсов, абсолютно не используя европейские деньги, потому что сегодня демократическая партия живет только лишь на том, что получает деньги с Европейского Союза. Мы денег с Европейского Союза за 8 лет не получали абсолютно. Мы не повышали налоги так, как повышает демократическая партия. Но мы, наоборот, налоги снизили, и за счет внутренней дисциплины... В парламенте не только демократическая партия, позвольте. Время за счет налоговой внутренней дисциплины, да, мы выдавали вовремя пенсию, и мы ее индексировали. И у нас в этом случае есть очень хорошие завязки, мы ее будем повышать, и мы будем ее индексировать 2 раза в год, как я и говорила. Мы особенно вернемся к тем работникам, которые работали в сельском хозяйстве, потому что их пенсия мизерная, и бюджетникам, речь идет о работниках детских садов, воспитателей, технического персонала, все эти пенсии будут однозначно пересмотрены, и мы именно с этого начнем. К сожалению, 5 лет они были во власти, к сожалению, 5 лет они были во власти, абсолютно ничего. И будут. Ну, жизнь покажет, избиратель определит, будут ли они во власти. Я так думаю, что уже шансов абсолютно никаких не осталось. И будут Спасибо, Василий права. Александрович. Но мы вам предоставим еще дополнительное время, поэтому... Права Елизаветы Васильевны, это, скорее всего, село Ферапонтьевка, судя по украинскому говору. Проблемы копились не 1 год, они копились все 24 года жизни нашей молодой страны. Сегодняшнее благосостояние, которое имеют многие страны Европейского Союза, складывалось сотнями лет. Мы за 23 года в условиях раздробленной страны, в условиях, когда одна часть общества не воспринимает другую, в условиях, когда одна часть выступает за западный вектор, а другая выступает за восточный вектор, найти консенсус и пытаться развивать страну, конечно же, очень трудно. Но тем не менее, все эти не 4, а 5 лет
пока Альянс за европейское правление, который правит последние 5 лет, он работал, страна жила, она не только жила, она жила не Страна только может быть и олигархия, а она простые люди. не только жила. Можно посмотреть на примере того же Камрата, можно посмотреть, где у нас... Перестаньте говорить только о Камрате. У нас 28 населенных пунктов. Вы расскажите, что делается в Шевелонге, у нас сегодня... в Кангазе, что делается. В Киеве, я скажу, у нас отремонтированы все школы, все садики, и это можно делать. Причем эти деньги, которые привлечены безвозмездно за счет грантов, это бесплатные совершенно деньги, а не кредиты, о которых вы говорите, можно делать. А говорить сегодня о том, что плохо стало только последние годы, эти проблемы копились годами. И решать их, конечно, придется. Поэтому наша партия вместе с другими партиями, Демократическая партия, потому что когда вы говорите только о Демократической партии, я понимаю вашу особую любовь к Демократической партии, не знаю, на чем она замешана, такая искренняя любовь к Демократической партии. Вот, когда наша партия будет это делать, во-первых, Это что? Что вы будете делать? Во-первых, А что вы сделали, давайте? Нет, во-первых, Начнем с этого. Вы За 5 лет. Вы меня перебиваете. Закон, о котором вы говорите, что пенсионерам не выдавали пособие, был принят, о социальной помощи был принят в 2004 году. И был принят во времена правления коммунистов. И статью 8, где из-за телевизора, холодильника и прочего не выдавали или лишали каких-то пособий, предусматривал закон, принятый во времена правления коммунистов. А в октябре 2014 года, это месяц назад, он был отменен этим правительством, но никак не вашим. 350 тысяч человек до 2009 года получали это пособие и эту индексацию. Как только Булига стала министром, 350 тысяч человек были лишены. Я вам еще раз говорю, Вы спросите у инвалидов я еще раз вам говорю, я читаю закон. За который проголосовала ваша демократическая партия. В 2004 году был принят этот закон. Посмотрите свои законы, которые вы голосовали. Выходите на улицу и разговаривайте с людьми. Я выхожу на улицу и разговариваю. У вас есть время на реплику, вы можете говорить. Сейчас? Да. Спасибо большое. Уважаемые избиратели, вы знаете, партия демократов всегда избирательно подходила к тому, чтобы... говорить о партии Так нет, я хочу прокомментировать. А что говорить о нас? Мы в оппозиции находимся. У нас 34 мандата, у них большинство. Мы вышли из законодательной инициативы. 257 законодательных инициатив партия коммунистов вышла в парламенте о повышении заработных плат, пособий и так далее. Демократы голосовали против всего этого. Демократы не поддержали ни одну нашу инициативу. Да элементарно, в этом году исполнилось 70 лет освобождения Молдовы, и демократы голосовали против того, чтобы этот год был годом освобождения Республики Молдова от немецко-румынско-фашистских захватчиков. И они голосовали против элементарной вещи, что их еще сидеть и обсуждать. Говорим о повышении пенсий, демократы не хотят. Говорим о повышении заработных плат, демократы не хотят. Хотим помочь молодым специалистам, педагогам, хотим помочь молодым врачам, хотим, чтобы им предоставляли доступное жилье в селе, демократы за это дело не голосуют. Говорим о том, что нужно помочь молодым бизнесменам и действительно выделять им деньги на развитие бизнеса, как мы делали при партии коммунистов, когда мы управляли страной. Мы выделяли молодым экономическим агентам по 300 тысяч гранты выделяли безвозвратно. Как только они пришли во власть, они сократили все молодежные программы, они повысили налоги. Мы говорим о том, что нужно сокращать налоги, они их увеличивают. Они обещали, что с 2010 года каждый экономический агент будет получать 40 евро помощи на 1 гектар. Где это все? Это все, извините, бла-бла-бла, не более того. Красиво обещали, вот 5 лет прошло, и с теми же обещаниями. Но они думают, что народ вообще ничего не помнит. Люди все очень хорошо помнят. Не выполнили эти обещания 5 лет назад, сейчас вспоминают. Еще и говорят, что они двухвекторные. Хорошо, в 2010 году подписывают соглашение с «Единой Россией», приезжает Нарышкин, говорит, давайте создадим пророссийскую коалицию. Они поворачиваются одним местом к Нарышкину и говорят, извините, мы создадим коалицию с Филатом проевропейскую. И они после этого двухвекторные. Хорошо, а какой выход дальше? Как жить людям в Молдове? Избрать партию коммунистов и избавиться от вот этих олигархов.
И наша программа очень четкая и очень ясная. Мы сразу начнем с того, что мы будем повышать зарплату и пенсию, в отличие от них. А И деньги действительно, откуда будут у нас деньги? есть серьезные внутренние ресурсы. Те, которые деньги они воруют, эти деньги мы вернем в бюджет. За счет Национализация? этого, Национализация? Да, Банк экономии продали, числе- вернее, в том- сами в том- купили. в том числе Единственный и у государственный Воронина. банк был у нас в стране, и Плохотнюк его что сделал? Взял, купил. И взял все, переоформил на своих родственников. И его молодые родственники стали миллионерами. Спасибо. Вот вам, Елена пожалуйста, Федоровна, демократическая Александр партия во Александрович. власти. По-моему, сделкам с банка экономии Плохотнюк никакого отношения Да, не имеет. а министр экономики кто? Никакого отношения не Министерство имеет. экономики снимает Давайте с объекты с приватизации. давайте с этого Не начнем. надо. А вы что, не во власти? Несите ответственность за уважаемые власть. друзья, то, что предлагает Ирина Федоровна, оно могло бы быть реализовано, если бы мы на протяжении с 2001 по 2009 год не наблюдали бы, что мы имеем дело с партией, которая всегда врала. И в том Вы в ней числе, состояли. и в том числе, Что же вы там искали? в том числе во внешнеполитическом курсе. Я Давайте про напомню, экономику, я Василий напомню. Расскажите я про напомню. то, как хорошо живут люди 5 лет. Я напомню, Расскажите про экономику, а не что про внешний это вы курс. обещали. Людям кушать Нет. нечего, а вы про внешний курс. Так вот, если бы в 2001 году Владимир Николаевич не повернул бы оглобли совершенно в другом направлении, сегодня мы имели бы другую совершенно страну. Если бы в 2003 году, я вкратце напомню, Расскажите вы про не Лукина. разорвали бы Расскажите меморандум про Дьякова. Козыка, если бы в Расскажите про 2006 олигархов году Плохотнюка. вы не подписали индивидуальный план сотрудничества с ЕС и с НАТО, а подписывал Воронин, то сегодня, может быть, была бы другая страна. Если бы амбиции в 2009 году Владимира Николаевича не оказались бы выше крыши, то состоялась бы эта европейская коалиция. И сегодня обвинять демократическую партию в том, что она якобы не захотела создавать коалицию, это господин Мишин, который впоследствии избежал от вас, убедил Воронина, что если вы пойдете на досрочные выборы, вы будете иметь 78 мандатов, или 80, или 90 мандатов. К сожалению, избиратель вам отказал, и вы получили чуть более 40 мандатов и оказались в глухой оппозиции. И с вас становится все меньше и меньше. А через один созыв парламента вообще не будет. Все, спасибо, уважаемые участники. Посмотрим, Василий Александрович. Уважаемые участники. Будете ли вы? И мы Я будем. могу говорить? Конечно. Уважаемые участники, время дебатов вышло, а сейчас вы имеете оставшееся время, можете обратиться к телезрителям, чтобы убедить их голосовать за свою партию. Итак, Ирина Федоровна, оставшиеся секунды используйте и убедите ваших избирателей. Уважаемые избиратели, 30 ноября обязательно приходите на выборы. Демократическая партия пытается вас купить. Берите у них деньги, берите у них пакеты, но накажите их. Заходите в избирательную кабину и голосуйте против демократической партии. Ни в коем случае не продавайтесь так дешево. Они так много украли и так дешево хотят вас продать. Не опускайтесь на этот уровень, потому что если они останутся во власти еще 4 года, вы будете жить намного хуже. От Республики Молдова ничего не останется, потому что лидеры демократической партии поставили перед собой задачу объединения Молдовы с Румынией и вхождения Молдовы в НАТО. Если вам хочется идти туда, тогда голосуйте за демократов и обижайтесь сами на себя. Партия коммунистов предлагает вам очень хорошую программу нормального развития, как это было с 2001 по 2009 год. Хорошие заработные платы, хорошие пенсии, референдум на территории нашей страны по определению курса. Приходите 30 ноября, голосуйте за партию коммунистов, за партию, при которой была стабильность и политическая, и экономическая. Голосуйте за нашу партию «Серп», «Молот», «Открытая книга». Мы в избирательном бюллетене находимся посередине. По счету мы 13-й, цифры 13 нет. Есть значок «Серп», «Молот» и «Открытая книга». Партия коммунистов всегда была рядом с вами. Партия коммунистов всегда переживала за ваше благосостояние. Партия коммунистов не допустила войну. Лидеры демократической партии сегодня открыто заявляют о том, если вы за них не проголосуете, то будет Майдан. Обратите внимание, как они вас пугают. Они не обещают вам светлое будущее, они обещают вам Майдан. Поэтому ни одного голоса демократической партии, ни одного голоса всем тем партиям, которые были сегодня во власти. Предлагаем вам 30 ноября
прийти к избирательным урнам и проголосовать за нашу партию, за партию коммунистов Республики Молдова. Спасибо. Василий Савич, Уважаемые слово. избиратели, несколько дней остается для того, чтобы сделать свой исторический выбор. Это действительно будет историческим выбором, потому что мы сможем навсегда отречься от костлявой руки прошлого, которая цепляется за нас, от партии врунов, лжецов, которые относятся к сегодняшнему руководству ПКР, потому что ничего коммунистического в этой партии не осталось. Осталось лишь красное знамя с серпом и молотом и открытой книгой, за которым самые богатые люди нашей страны пытаются каким-то образом укрыться и заманить еще раз избирателя на избирательные участки. Сегодня партия коммунистов зовет вас назад, а мы должны идти в будущее. Демократическая партия предлагает не эфемерные планы общего развития. Демократическая партия сегодня для Гагаузии предлагает вместе управлять страной. Именно поэтому за 2 года она внедрила множество проектов. Именно поэтому она сегодня предлагает вместе управлять страной. Голосуйте за номер 1, голосуйте за 3 розы и голосуйте за демократическую партию. Спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Уважаемые телезрители, отведенное время для дебатов подошло к концу. Напомню, что в сегодняшних дебатах приняли участие Василий Нейковчин, представитель Демократической партии Республики Молдова, и Ирина Глак, кандидат в парламент Республики Молдова от Коммунистической партии Республики Молдова. Дебаты провела ведущая Елизавета Ротарь. Спасибо за внимание и оставайтесь на канале ТВ. Спасибо, Иван. И вам спасибо за участие.